Всем привет! С вами Варган 74, меня зовут Максим Тамонов, а это значит, что сегодня речь пойдет о варганах. И сегодня на ваших глазах я распакую вот такую посылку из Якутии от мастера Геры Тарабукина, в которой мне пришли в очередной раз прекрасные якутские хомусы. Вскрыли посылку, берем первый попавшийся хомус, рассматриваем поподробнее. Итак, все хомусы приходят в вот таких деревянных футлярах. Это очень удобно. Дерево достаточно плотное. По ощущениям, это мореная сосна. Имеет такую приятную текстуру и весьма приятный глазу цвет. Крепление на кожаном шнуре стандартное для якутских хомусов. Вот здесь есть такие затяжечки, мы их ослабляем петелечку. Взяли якутский хомус. Ага. Вот, пожалуйста. Оп. Секунду. Ага. Хомус кованый, классической формы, круглое кольцо, сходящиеся на конус деки, достаточно широкие основания и узкий у загиба язычок. Размеры 9 на 4 сантиметра. Ширина в широкой части пусть будет 5 плюс-минус 2 миллиметра. Высота коленца 2 сантиметра по-якутски. Обратите внимание, здесь на коленце есть такая хитрая закрутка в улиточку. Такая технология позволяет сохранить довольно увесистую массу язычка. Так, фокус есть. И как следствие весьма низкий звук. Как правило, хомусы этого мастера настроены низко, в контр-октаву. Что ж, давайте проверим звук. Мне тюнер показал ноту фа. Фа контр-октавы. Это весьма и весьма низко. И таким басовым тембром, как правило, обладают довольно большие инструменты, у которых рычаг язычка очень большой, да, и колебания очень низкие. Здесь этот эффект достигнут за счет более тяжелого колечка и достаточно мягкого язычка. Что ж, берем, пробуем.
Весьма и весьма достойный звук. Что мне больше всего понравилось в этом хомусе, это долгий сустейн. Впрочем, по порядку. Я сначала протестирую все 4 хомуса, а затем выскажу свое общее мнение о каждом из инструментов. Следующий. Точно такой же, с небольшой разницей. Здесь коленце имеет более изящное колечко. Не терпится мне начать играть. Нота до. Если первый хомус был такой характерный бас для медленной и среднетемповой игры, то вот здесь уже такая более универсальная лошадка с возможностью экспериментировать со сложными ритмическими рисунками и играть с большей скоростью. Так, следующий третий хомус. Скажу так, каждый раз, когда распаковываю якутские хомусы, для меня это своего рода лотерея, поскольку ты можешь проинструктировать мастера, в какую высоту нужен тебе инструмент. Настраивать якуты его будут весьма и весьма условно. Мне тюнер показал фа диез. Такая приятная басовая настроечка.
Ставь палец вверх за импровизацию. Каждый раз, когда я играю что-то на варгане, я не репетирую, не планирую ничего. И в случае с якутскими хомусами происходит какая-то совершенно магическая вещь. Инструмент сам подсказывает тебе, как нужно играть. Поэтому, если вам нужен хомус, который будет вас вдохновлять прежде всего, вот обратите внимание. Отличная вещь. Последний, 4-й хомус. Интересно, в какую он будет ноту. Мне тюнер показывает ля диез. Есть небольшая погрешность, но для якутов это нормально. У них музыка тембрально-ритмическая, они могут сочетать и несколько инструментов в разные ноты, которые могут совершенно не строить и делать какие-то невероятные чудеса. Давайте же сыграем. Шикарно. Нет слов. Одна музыка. Итак, это были бы импровизации на хомусах Герасима Тарабукина. А сейчас мое общее мнение обо всех инструментах. Все 4 хомуса объединяет первое. Очень упругий язычок и
При этом очень узкие, деликатные зазоры. Обратите внимание, я сказал, что язычок именно упругий, а не мягкий и не разболтанный. Это значит, что он совершенно четко движется в плоскости deck, и при должном обращении, при должном умении абсолютно не звенит о деке. Хотя, несомненно, может вызвать сложность у новичков при первых шагах с этим хомусом. Все 4 инструмента объединяет долгий сустейн, совершенно космический, независимо от настройки. И это дает весьма и весьма большое преимущество при игре, огромный такой простор для творчества. Вы можете играть вообще очень медленно, лениво, варган будет сам петь, и вы можете только поддерживать ритм, скажем, дыхательными приемами или какими-то артикуляционными техниками. И такая стилистика, что для новичков, что для опытных варганистов, она такая очень выгодная. Это такие инструменты для ленивых, вам не нужно заморачиваться с быстрым боем. Варган будет звучать очень красиво и очень эффектно, с минимумом ваших затрат. При том, что все 4 инструмента звучат весьма и весьма низко, все 4 варгана имеют такой очень широкий спектр обертонов, и даже на низких инструментах можно выводить мелодию. Ну, а теперь о каждом инструменте в отдельности. Я бы разделил сегодняшнюю посылку на 3 таких категории. Это 2 низких инструмента, фа и фа диез. Это средний, ля диез и, скажем так, условно высокий в ноту до. Что понравилось в низких инструментах? Это прям такой весьма и весьма послушный, упругий язычок, самый мягкий из всех, и как следствие очень продолжительный сустейн, отзывчивость к дыханию и вот этот неспешный характер игры, к которому этот инструмент располагает. Мне совершенно не хотелось торопиться, играя на этом инструменте. Можно бесконечно долго наслаждаться вот этой медитативной игрой, потому что с каждым ударом хомут все больше и больше раскрывается. Вторая категория, это вот среднечастотный, скажем так, инструмент, да, ля диез. Это такой бас, уходящий в серединку. То есть он уже повыше, язычок уже чуть жестче, и возможность к какой-то ритмической импровизации у этого инструмента тоже больше. То есть можно играть не только односторонними ударами, но и работать двусторонним боем, экспериментировать с ритмикой, верхним кистевым, нижним, при наличии у вас опыта и при поставленном точном ударе. Все, что я сказал о басовых инструментах до этого, то есть сустейн, низ, хороший, красивый, справедливо и для этого варгана. Третий, условно высокий инструмент в ноту до большой октавы. Это самый низкий инструмент в большой октаве, самая низкая нота. Показался мне таким самым универсальным, что ли, и самым шустрым относительно тех 3. Здесь язычок уже более такой жёстенький. Можно повеселиться с двусторонним боем, можно при желании разогнаться, как-то поимпровизировать, и при этом точно так же с комфортом играть в медленном темпе за счет вот этого долгого продолжительного сустейна. У всех 4 инструментов есть в голосе приятная вот эта якутская бархатистость, которую можно усиливать, скажем так, подключая дыхание или определенные артикуляционные приемы, например, губами, усиливать вот этот эффект. Либо ее можно полностью отключить, задерживая дыхание и сосредотачиваясь на каких-то мелодических аспектах игры. То есть здесь вот этот якутский фирменный призвук, он звучит очень деликатно и совершенно гармонично с общей звуковой картиной, что отличает инструменты ручной работы и ручной настройки от конвейерных варганов, в которых присутствуют перманентно разные механические призвуки, и от них никуда не деться. У меня опять есть небольшая проблемка.
Я не могу определиться, какой из этих инструментов лучше. Напишите в комментариях вы, какой вам больше понравился и почему. Заказывайте варганы по ссылке в описании. Лучший способ поддержать проект — это заказать у меня инструмент. А с вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. Это была распаковка по ссылке от Геры Тарабукина. У нас с собой было 4 вот таких инструмента. Ссылочки в описании. Палец вверх под видео, подписка на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить обзоры. Я желаю вам всего хорошего, желаю вам удачи и до встречи в эфире. Всем пока!